Эй, постукай, Ганулька, что взялась прямая, певная она наша, все город знает. Скажи, Ганулька, а ты правду мне? Осине, скажи, Ганулька, а ты правду мне? А ты любишь меня, осине. Ла! Отпустили. Да, давайте делиться, да, делиться гуком. Да, окей. Дыхание, гук, дыхание, гук, дыхание. Ла. Дорогие друзья, мы действительно очень рады тому, что вы к нам пришли. Возможно, вы посетили нашу библиотеку первой. Я хочу сказать следующее. Мы на самом деле сегодня извлекли из глубины все наше богатство для того, чтобы не просто показать, а для того, чтобы действительно вы могли воспользоваться этим потенциалом. В нашу библиотеку приходят не только академики, в конце концов академиками становятся, а чтобы стать академиком, надо посещать эту библиотеку. Вы можете приходить и не только для того, чтобы расти в научном плане, не только для того, чтобы читать учебники, просто удовлетворять свое любопытство. В конце концов, именно благодаря любопытству и возникла наука. Сегодня в этом году, прежде чем открыть Библионочь, я хотел бы исполнить один ритуал, одну церемонию, которая вернет нас немножечко 50 лет тому назад, ту церемонию, которую совершил президент Академии наук Купревич, в присутствии известных писателей, известных ученых, перерезал ленточку, красную ленточку, как знак того, что новое здание открыто для посетителей и рада встрече многочисленным читателям. Давайте я тоже попробую в знак вот этого символического ознаменования Библионочи тоже разрезать эту ленточку, и тогда вход в наши недры для вас всех будет абсолютно свободен. Он уже свободен, но сделаем это торжественно. Все 6 этажей сегодня открыты для вас, и для маленьких, и для больших. И расправляем. Косюясь, конюшину, косю. Станиславу не хочу, Станиславу не хочу, Станиславу не хочу. На лаву не сажу. Когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покачнуло шар земной. Я все равно паду на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. А вот противоречивость. Наверху, казалось бы, оттепель. 20-й съезд. Разоблачение культа. И все, о чем я говорила. И появился новый мир Твардовского. А новый мир Твардовского — это был не просто журнал. Это был социализм с человеческим лицом за каждой обложкой. Почему его увольняли, изгоняли, терзали, почему он пил. Почему многие считают его чуть ли не приспособленцем, хотя это категорическая неправда. Вот.
Появилась юность Катаева. Катаев был та еще фигура, но талант он был немеренного, и талант он находил очень хорошо. То есть все шло сверху, да? А с другой стороны, там же наверху делалось все, чтобы ликвидировать некие возможные последствия, идущие снизу. Да. Проваливается, смотри, да, проваливается. Видишь, держится макароша. Здесь опыты. Прости. Итак, готовы? Да. Хорошо. Зубная паста для слонов. Да, вулкан. Захлопаем. Этого хватит на 2 слонов. Разноцветный. Если мы не получаем мучного, наш организм очень огорчается. Если мы не получаем желчного, наш организм вообще огорчается, потому что не получает чего? Удовольствия. Правда? Особенно, когда мы слышим запах сдобы. Какие у нас мысли? У меня уже готово. А я тебе буду помогать. Можно? У меня тарелочка готова. Вот краснее. Оно знаю, мама. Я решила ключик не трогать, потому что не смотрю. Нет, Скажите, пожалуйста, а с кем вы сегодня пришли к нам? Я сегодня пришел с папой, и меня сегодня папа сюда привел впервые, и Академия наук для меня это было, как его, я его только видел на фотографии, а сегодня я его увидел вживую. Класс. А скажите, вам тут опыты вообще какие-то показывали научные? Да. А какой вам опыт больше всего понравился? Мне понравился последний опыт. Мне понравился первый, там, где мы сделали пасту для слонов. Пасту для слонов? А вообще вам нравится здесь в библиотеке? Конечно. Ну, берем пакетик. Он вроде как теоретический. Вот теоретически, да. Что, надо смотреть оттуда? Нет, смотрите, посмотри. Стесняйся, будет. Не той стороны пакетик. Пакет уже делает. Еще. Видите, не получается. А ты смеешься. Ослаб, да. Первый раз не ожидаешь попрыгнуть. Ну, 6, 7, 8, так? 678 грамів, так? Як зміняться показання вагу, ці зміняться увогуле, коли я пошибки пальці? Кто лечит, что повяличится? Поднимите руки. Вам добре. Так, Кто один. лечит, что поменьшится? Кольки показує зараз? 693. 690, що там відбувається? Питание на цукер. И заметим ярко-красные языки пламени. Блин, он красивый, не правда? И сейчас давайте добавим немножко кальция в нашу позицию. Вот можете заметить, действительно такой кирпично-красный. Лучше
Лучше всего получилось смесь. Но мы не расстраиваемся. Мы не расстраиваемся и идем дальше. Да, а это заходнебелорусский. Тут разом. Тут и советский, и заходнебелорусский. Потому как, во-первых, кальций заметно медленнее реагирует с водой, чем металл, более активный. Это, во-первых. Во-вторых, соединение кровопролития, оно мало что-либо воздействует. Тем не менее, щелочную реакцию тоже не благодарю. То есть можете заметить, что я уверен, что даже первый раз играть, что чуть-чуть рекомендуете, да? То есть струйка такая маленькая. Перец черный. Да. Самое главное рассыпать. Сейчас надо перец. Как ты перец? Перец с красками еще красиво. Что это? Смотри, как он Это хочет мыло. мыться. Видишь? Посмотри, как убегает от мыла. Видишь? Да, точно. Такие места остаются. Да, вот видишь, не очень-то он любит мыться, судя по всему. Да, это... Видишь? Как это так? Это... Да. Мыло создает такую жировую пленку на поверхности воды. И наши перчинки, они все, видишь, разлетаются от него. Открыть другие миры. Это сближало двух ученых. Камиль Фламарион одним из первых во Франции испытал метод электрографии, протянул Наркевичу руку. Отпечаток руки астронома поразил белорусского ученого. Можно допомагати цим карандашом. Мы вот так вот аккуратненько проводим весочку. Thank you.
называется «Белорусская маляванка для детей и взрослых». С малюнками. Ура! Поздравляем. Тянем еще билетик. Да. Называем громко-громко. 34,90. 34 910. Мой, наш с папой мы выиграли! Да, папу вижу. Ну что, ну с радостью тебе даю. Молодец, умница, поздравляю тебя. Молодец. Держи. После тяжелой трудовой недели здесь великолепно. Правда? Да. Тихо и спокойно. Тихо и спокойно. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо за труды. Александр, Алексей, очень спасибо вам. Мне понравилось само мероприятие и формат мероприятия. Когда детям и молодым людям начинают популярно объяснять о том, что книги — это в первую очередь не листы, прессованные целлюлозой с буковками на них, а это в первую очередь знания, накопленные в колоссальных объемах за колоссальный период. Но точно так же мы можем знать, как жили люди до этого, как они вели свой быт, чего они хотели. Похож на Павлова, опять же. Мне Бьюсов закладывает, что это его фотография, да, но будем надеяться, что он выглядел хотя бы похожим образом. Итак, следующий вопрос. В 16 веке в научном сообществе возрастала необходимость приближенных расчетов больших чисел. Для упрощения таких расчетов была введена новая математическая функция – логарифмирование. Речь шла про конкурирующее поведение и равенство со всеми. И тогда у меня к вам вопрос. У вас есть желание конкурировать в группе или с кем-либо за лидерство? Обычно нет. Но только если опять-таки меня передергивают. Что мне резко хочется как-то спорить, конкурировать, доминировать человека. И вот это качество, оно у вас есть, но по каким-то причинам оно находится в зоне неосознавания или подавления. Да? Мы сейчас с вами говорим о том, как круто работают биологи, а уже потом будем, наверное, разгребать то, что они там наработали. Итак, переходим к играм в Бога. Если вы думаете, что этичная строя клетки или геном человека это игры в Бога, но нет. На самом деле, в 2010 году в журнале Science, внимание, снова Science, была опубликована статья Крейга Вентера. Помните Крейга Винтера, да? Человек, чей геном мы можем загуглить. О том, что в его лаборатории была создана первая искусственная бактериальная клетка. Сейчас говорят, что он сам рисовал, Фотографии
Ну точно с 1850-х. Павел на змеи стоит. Ну и там так само.